Чашиделек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама продолжит виртуальные учения в условиях COVID-19. Китай предупредил тибетских интернет-пользователей о кампании нанесения жесткого удара. Специальный координатор США Дестра совершит виртуальный визит в Dharamsala. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация поздравили спикера Пелоси с переизбранием. Тибетцы провели предварительные выборы Сикёнга и членов парламента в 2021 году. Центральный совет тибетской медицины отметил 17-ю годовщину своего создания. В четверг утром его святейшество Далай-лама завершил трехдневные учения по сутре сердца, дарованные по просьбе корейских буддистов. В своем заключительном слове его святейшество сказал, что несмотря на вынужденные ограничения перемещений и организации личных встреч, вызванные пандемией COVID-19, он продолжит давать учения в интернете. 국가의 책이었더니 다 가다 나도 다 심을 교동야다 심기 뒤지 줘야지 이뭐 이르잖아요 그 자제도네 아다는 시제도 깨시 아니 돌링시 고두시 그 모든 제도를. Комментируя ситуацию с пандемией, он выразил признательность и благодарность ученым и медицинскому персоналу за их неустанные усилия в поиске методов лечения этого заболевания. Китайские власти в Тибетском автономном районе объявили о своем решении привлекать к уголовной ответственности лица, использующие средства сетевой коммуникации для участия в деятельности против Коммунистической партии Китая. В данном решении от 24 ноября, опубликованном 24 декабря 2020 года, говорится, что власти намерены наносить жесткие удары по правонарушителям в соответствии с законом. Китайское партийное государство с целью поддержания социальной стабильности объявило вне закона многие платформы социальных сетей и поисковые системы, такие как Google, Facebook и Twitter, которые обеспечивают свободу слова и информации. На следующей неделе специальный координатор США по тибетским вопросам, помощник госсекретаря Роберт Дестра, совершит виртуальный визит в Dharamsala, резиденцию Центральной тибетской администрации. Специальный координатор Дестра встретится с президентом, членами кабинета министров Центральной тибетской администрации, спикером и членами тибетского парламента в изгнании. Помимо встречи, помощник госсекретаря Дестра также виртуально пообщается с тибетскими деятелями искусства и журналистами. Это первый раз, когда специальный координатор по тибетским вопросам Роберт Дестра официально взаимодействует с официальными лидерами Центральной тибетской администрации и членами тибетской общины в изгнании в Индии с момента его назначения на этот пост в октябре прошлого года. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация поздравили Нэнси Пелоси с избранием на пост спикера Палаты представителей США на 4-й срок. В своем поздравительном письме его святейшество Далай-лама отметил: «Я уверен, что вы в качестве спикера Палаты продолжите играть решающую роль в претворении в жизнь надежд и чаяний народа Соединенных Штатов, тем самым содействуя формированию мирного и гармоничного мира». Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге и заместитель спикера тибетского парламента в изгнании Ачарья Иши-Пунцок также поздравили Нэнси Пелоси с победой. Практически все члены тибетской общины в изгнании приняли участие в предварительных выборах 2021 года, состоявшихся 3 января, чтобы проголосовать за своего следующего Сикёнга и тибетский парламент 17-го созыва.
Несмотря на новые вспышки пандемии коронавируса, предварительный раунд всеобщих выборов 2021 года продемонстрировал высокий уровень участия, особенно среди молодых тибетцев. Благодаря деятельности тибетских офисов в Бельгии, Нидерландах, Франции и Испании, жесткий карантин, вызванный вспышкой пандемии COVID-19 в некоторых странах Западной Европы, не помешал тибетским избирателям воспользоваться своим правом и принять участие в предварительных выборах Сикёнга и членов парламента 17-го созыва в 2021 году. В Японии в ходе предварительного тура выборов проголосовало около 70% зарегистрированных избирателей, членов тибетской общины. В выборах приняли участие и тибетцы в России, которые пришли на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса. Действующий Сикёнг доктор Лобсан Сенге и члены кабинета также приняли участие в голосовании. 5 января 2021 года Центральный совет тибетской медицины отметил 17-ю годовщину своего создания открытием нового офиса при Департаменте здравоохранения. Торжественное мероприятие провел почетный гость, министр Чо Кём Вангчук, представитель Департамента здравоохранения. Специальный гость мероприятия, заместитель спикера тибетского парламента в изгнании Ачарья Иши Пунсок, виртуально представил книгу по тибетской медицине, составленную Центральным советом тибетской медицины. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!